Всем привет, дядя Ктыл, Массира. Как у вас дела? Поздравляю всех с воскресеньем. Кстати, по секрету скажу, что сегодня моя мама именинница. Пожелайте ей все здоровья. Вообще всем мамам всего мира желаю крепкого здоровья, мира и согласия в доме. И самое главное — это здоровье. Девочки, сегодня попросила маму сделать голубцы. Я очень люблю ее голубцы, они у нее очень вкусно получаются. Могла бы и сама приготовить, но все равно хотелось как бы ее фирменный рецепт попробовать. В 8 утра встала, замариновала курочку. После обеда или вечером буду ее готовить в электрической духовке. Тут у меня 2 курочки, они были помытые, разделанные, замороженные. Вчера вытащила с морозилки, а сегодня утром посолила, поперчила. Я покупала, помните, несколько разных приправ на рынке северном. Ну, как бы я не люблю приправы, сегодня решила поэкспериментировать немножко. Добавила паприку красную, красный острый перец приправу, чесночную приправу и хмели сунели. И что-то еще, ну, соль, черный перец, и домашнюю аджику добавила. Все хорошенько перемешала и пусть маринуется полдня или несколько часов. Если вы торопитесь, можно пару часов, достаточно даже. Так, а во сколько буду готовить, не знаю, может после обеда, может вечером. Мы ничего не празднуем, настроения, честно говоря, девочки, нету никакого. Ну, вдруг мамины ученики придут. И тут рядом родственников много живет. Вдруг кто-то вспомнит, придет поздравить. В общем, на столе должна быть всегда еда. Родственники, друзья, знакомые, соседи, без разницы. Стол всегда должен быть накрытый. Но это мое личное мнение. Утром, кстати, я пожарила петрушки. Тут куриная печень и желудочки чуть-чуть. Но получилось очень вкусно. Просто вчера они такие свежие были, что захотелось пожарить. В общем, девочки, пока у меня все. Попозже, может, приготовлю пару салатиков, если что, покажу вам. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Дядя Ктыл, Массира. Всем приятного аппетита. Пока-пока.